наверное, самых таких свежих, про лето. А солнце ли светило всю весну, когда спросонья встанешь в 5 июньским, холодом прожженным свет к окну напомнит, как захватывает юность. Напомнит, словно спячки все забыть, явление обычнее рутины. И солнце, что протягивает нить, становится не хуже паутины, становится все явным и родным. Не торопись прожить скорее лето, когда еще увидишь жар дым, и как пшеница в золото одета, как прячешься от ливня босиком, не захватив ни зонтика, ни куртки, и как свежо задышится потом, и ветер странник зазвучит на дудке. Еще пройдут сентябрьским дождем и недостатком магния трески. Ну, а пока что в 5 часов встаем смотреть на солнечный июнь в янтарном блеске. Спасибо. Что-то у меня ездит немножечко. Бывает. Так, следующее стихотворение. Влюбись в меня заново, как новый подснежник глядит в потолок. Небо раскол между трещинами, уголок, беспечные нити и неисчисляемый строк. Пусть это будет внепланово, словно поездка в Карелию, удары дождя в самый солнечный час, способность счесть важное из пары фраз, ухватиться за крылья небес, затаясь, предпочесть долгий путь к рукоделию. Влюбить в себя вновь — это странно так, словно сочится луч в теме ростка, колокольчиком склонная мысль моя кратка. Память о чем-то хорошем весьма коротка. Давай обновим ее заново. Спасибо. И уже пошли такие более старые стихи, там все старее и старее будут. Элочка, это все мелочи. Но что тебе эти загоны? Прохожие, дуры да неучи, перелеты по рельсам вагона. Вот он, рассвет в белой вазочке. Вот он, от ночи вкус соли. Элочка, эти их фразочки, остатки вещей от моли, что-то картонное, блеклое, фанера заменит стекло. Элочка по неумелому делает все им назло, только как силы хмурятся, покинут тревожность бровей. Она побежит по улице своих и чужих мелочей. Спасибо. Еще одно стихотворение, называется «Наизнанку». Потребности вывернуться наизнанку и пролить часть чернил на порох стало значительно мало, осанку удержу словно перья в ворох. С желанием перемещаться в мыслях переобладают моменты. Скоро совсем станут солнечно чистыми красок души пигменты. Закрылись все трещины, швы стали ровными, вспышки забытых чувств стали теперь для меня безусловной привычкой, когда холст пуст. Спасибо. Ну и последнее стихотворение, оно прям совсем такое старое, совсем депрессивное. Я пыталась плюс-минус, чтобы все подобрать, но, к сожалению, это невозможно. Из песка достаю свои чувства, закопанный сам я в пустыне. Сказал бы теперь, где очнулся, но впредь я не знаю пути. Прощаться во благо искусства, закутанное в палантине. Сказал бы, когда я очнулся. Часов только здесь не найти. Когда-нибудь вслед за бураном услышится новое эхо, и чьим-то не станет обманом речей досягаемый всплеск, и станут зашитыми ранами, и голос надежды без смеха, и жизнь — это я без тумана, ни стекол, ни чайный треск. Пока только сны обнимают, в песок изрываются чувства, и время ничтожно пугает дорогами в разнобой, но что-то отчасти спасает, и мне не становится пусто, и сил будто снова хватает идти по пустыне домой. Ну что ж, это, собственно, спасибо. У меня такое старенькое есть стихотворение посвящение Бродскому. Сейчас я уже как бы в таком формате мало что пишу, но вообще решила вспомнить. Я помню мир ложный и Осип, но я все-таки вышла из комнаты, вдохнув в сентябре свою осень с неподъемными в сердце частотами, жить с тем днем, презирать свои слабости. Так никто не живет, кроме изгнанных. На дороге сплошные случайности, в виде книг,
никогда не прочитанных. Я помню, на старые грабли наступают одни идиоты. В моем случае 1000 раз саблей и в последний раз на эшафоте молиться беззвучно, без голоса. У совести нет больше стона, и там, в сердце Южного полюса, погибнет твоя Дездемона. Проще не выходить из комнаты, из собственной зоны комфорта, чтобы вопрос не звучал: «Да, кто же ты?», разглядев в отражении черта. Спасибо. Прям реально дал, мне прям уже все забылось. Снова стаей на юг улетают дни, обморозив свой годности срок. Снова слышу глухое: при мне не кури, ведь ты счастлив, ты не одинок. И пусть счастье мне крыльями машет во сне. Не летать я хочу, а жить и курить, но зло легким и даже себе, где написано «не курить». Спасибо. Последнее стихотворение, я его вообще нигде не читала, вот прям совсем нигде. Это для меня большое упущение, я думаю. Когда Мариам у двери, он снова на цыпочках. Корчится ночь в ожидании новых ударов. Что же ты не собрала чемодан свой, милочка, если уходишь на поиски новых кошмаров? Что же теперь? Коридор ожидания, лампочка, туфелька бьется хрустальными крыльями вниз. «Мариам», — пишет он ей в письме, — «ты забыла шапочку, платье для вечера, чтобы смотреть на бриз. Взгляд, согревающий осенью, рук твоих тайна, словно остаток духов тает в комнате нашей. Чтоб не терзать себя больше так глупо, фатально, мысленный образ ухода мотивами скрашен. Только письмо остывает в руке, как ожоги, шрамы непрожитых дней заживают едва. Он, сидя в баре, напишет еще одни строки. «Мариам, понимаешь, ты вырванная глава. У нового завтра другие дорожные полосы. У старого завтра засохшие руки зимы. Неважно, кто гладит теперь твои пышные волосы, если в твоем отражении больше не мы». Спасибо большое.